Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Почтили память погибших однополчан. В Абхазии отметили 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Вакцинация ВПЧ «За» и «Против». Круглый стол ВАРС мира. Абхазский бренд. Имиджевые потери. Актуальный репортаж программы. Делегация Министерства экономики Абхазии во главе с министром Адгуром Артенба принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Ежегодный Российский инвестиционный форум стал традиционной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития. Представители нашего министерства проводят встречи с партнерами и коллегами из Росконгресса, Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив. Для представителей Абхазии участие в форуме стало еще одной возможностью расширить деловые связи, привлечь внимание инвесторов к потенциалу республики. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии. Генеральная прокуратура Республики Абхазия просит оказать содействие в установлении местонахождения похищенного в Ачамчире 9 февраля гражданина Турецкой Республики Кая Селим, 1969 года рождения. Просьба ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения Кая Селима, сообщить дежурную часть МВД по телефону 226 41 41 251 00 21 или 02. Как сообщает пресс-служба МВД, 9 февраля примерно в 20:40 в районе Ачамчирского морпорта двое неустановленных лиц, вооруженные пистолетами, остановили двигавшуюся по улице Габлия автомобиль BMW без номерных знаков под управлением жителя Ачамчиры 1994 года рождения с пассажиром Кая Селим. После чего под угрозой применения насилия высадили водителя из его автомобиля, завладели данным автотранспортным средством и, похитив пассажира, с места происшествия скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции совместно с СГБ автомашина обнаружена на проселочной дороге в районе перекрестка у села Баслах. По данному факту прокуратурой Ачамчирского района возбуждено уголовное дело по 3 статьям. Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере, и незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей боеприпасов. Для координирования хода расследования по данному уголовному делу создана следственно-оперативная группа в составе представителей Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и прокуратуры Ачамчирского района. Приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению. 15 февраля отмечается историческая дата. 29 лет назад, в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту дружбы границу двух стран. Эта дата отмечается и в Абхазии. Бывшие афганцы, члены Союза воинов-интернационалистов, традиционно в этот день собираются и возлагают цветы к могилам павших воинов. 15 уроженцев Абхазии погибли в период афганской войны. 13 воинов-интернационалистов награждены различными боевыми орденами Советского Союза. И сегодня абхазские ветераны почтили память погибших в афганской войне. Возложили цветы в парке боевой славы и к могиле генерала Владимира Аршпа. 12 декабря 1979 года руководство Советского Союза, опасаясь переноса военных действий из Афганистана на территорию приграничных среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству страны, которую раздирала гражданская война. Тогда ввод советских войск в Афганистан рассматривался как кратковременная мера, направленная на обеспечение безопасности южных границ СССР. На деле этот процесс затянулся на долгие 10 лет. Около 14 тысяч военнослужащих не вернулись из Афганистана. За время войны были ранены 49 985 человек. Инвалидами стали 37 500 человек, числятся в списке без вести пропавших. Из нашей страны в афганской войне участвовали 300 человек. На сегодняшний день в Абхазский союз ветеранов Афганистана входит 136 воинов-интернационалистов. Попал в Афганистан 18 лет. Я сам с Глебского района родом. Есть село Хумушкур, сегодня называется Маршаниха. Практически мы деревенские были ребята с колхозного поля. Вот так собрали нас.
карантинную службу, Афганистан. Это был 177-й мотострелковый полк. Джабал-и-Сарадж называется местность, где она дислоцировалась, то есть на развилке Паншир. Зеленая долина, Баграмская дивизия, так она называлась. Ну, были сложности, боевые действия, естественно. И погибшие были, и у меня такие легкие ранения, осколочные. И в 1982 году, когда Паншир брали, участвовал в боевых действиях в Зеленой долине, вот это Баграмская тоже, там операция была, чистка только от бандформирования. 15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана, который завершился 15 февраля 1989 года. Этот день стал настоящим праздником для военнослужащих и их семей. По традиции ветераны Афганистана встречаются 15 февраля и вспоминают боевых товарищей. В войну-то никто не хотел. Когда туда шли, никто не понимал, что это такое. 18-летние пацаны, там, кто-то механик, водитель, кто-то там сапер, минер, там, или еще бог знает как. А когда шли туда, как бы тоже смеялись вроде бы, а уже когда попали, уже не до смеха было. А когда объявили о выводе, ну, радости не было предела на самом деле. Даже готовили себе торты из печенья, так, чтобы отметить это дело. Ветераны войны, секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба, министр обороны Мираб Кишмария и министр внутренних дел Гари Аршба возложили венки к мемориалу славы в Сухуме. Мираб Кишмария поздравил воинов-интернационалистов с 29-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля – праздник для всех, кому далекий Афганистан стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне, говорится в поздравлении. Участники афганской войны также почтили память героя Абхазии, генерала Владимира Аршба, который долгие годы был бессменным руководителем Абхазского союза ветеранов Афганистана. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня на круглом столе ВАРС мира с участием представителей медицинского сообщества республики состоялся круглый стол, посвященный вакцине против вируса папилломы человека. Новая вакцина под названием «Гордосил» сейчас на стадии внедрения в Абхазии. Мнения специалистов по поводу целесообразности внедрения прививки в стране разошлись. Репортаж Налы Кови. Вирус папилломы человека вызывает одно из самых распространенных в мире онкологических заболеваний – рак шейки матки. Вирус передается половым путем. Существует множество типов вируса папилломы. Наиболее онкогенными считаются 4 из них – 6, 11, 16 и 18. Вакцина «Гордосил» эффективна как раз в отношении этих типов. И вакцинация может предотвратить развитие рака шейки матки и других опасных заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека, говорят специалисты. Меня больше интересует, конечно, национальный календарь прививок против инфекционных заболеваний, который должен ни в коем мере не нарушаться из-за того, что мы вводим какую-то новую современную вакцину, какой является «Гордосил» для Республики Абхазия. Естественно, эта вакцина не против инфекционного заболевания, а против вируса папилломы человека, является вакциной профилактической направленности против определенных штаммов. С 2011 года в Абхазии работает программа по скринингу, в рамках которой было обследовано более 4000 женщин. 500 из них попали в зону риска, и у 48 женщин был выявлен рак шейки матки. Вирус папилломы человека – самое распространенное вирусное заболевание, имеющее серьезные осложнения. Вызывает онкологические заболевания половых путей как женщин, так и мужчин. По той статистике, которая вас интересует, та, которая есть во всяком случае, которой владеет Национальный онкологический центр, вот приведу пример последних 2 лет. Позапрошлый, получается, это порядка 880, там условно прошлый, порядка 900. Из них те заболевания, которые, те изменения, которые, значит, заставляют насторожиться, скажем так, то есть необычные воспаления какие-то. В первом случае это порядка 130 случаев, во втором порядка 160.
Из этих, в свою очередь, те, которые, скорее всего, в которых, скорее всего, присутствует, значит, вирус папилломы человека. В первом случае порядка 22, во втором случае порядка 31. Из всех вот этих 2 лет, получается, в первом случае верифицированный рак шейки матки был в 4 случаях. Значит, во втором, где порядка 900 женщин было обследовано, там около 6, не около, а 6 человек было верифицировано рак шейки матки. Международная организация ЮНИСЕФ готова предоставить Абхазии необходимое количество вакцин против вируса папилломы человека. Речь идет о первоначальных 3000 дозах для вакцинации девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Инициатива ввоза вакцины в нашу страну принадлежит Министерству здравоохранения республики. Сегодня врачи-гинекологи имели возможность высказать свое мнение. Действительно, есть группа риска 16-18 подтип, которым действительно они по рекомендательному характеру врача сами выберут, и им можно действительно вводить те, у кого есть наследствие, действительно рак шейки матки и тяжелая дисплазия. Так как нам, как объяснили, что не только профилактически эта вакцина действует, а также у заболевших дает какой-то 50% положительного результата. Я против того, чтобы это вводили детям. Мы не знаем последствий. И в мире тоже. Единственное, вот я хотела бы сравнить эти результаты. Вот, по отношению, конечно, к женщинам, группе риска относящимся, конечно, можно попробовать. Почему нет? Это как бы нововведение. Нам объясняли, что есть положительные результаты, есть и отрицательные. То есть женщинам, которые совершеннолетние, у которых есть группа риска по наследству, они имеют право выбора. Проводились диспуты по этому поводу, по поводу Гордосилы в Российской Федерации. И очень многие имеют такое неоднозначное мнение, то есть такое спорное, альтернативное. В последнее время в российских СМИ часто стала появляться информация о производителях компаний «Дары Абхазии», реализующих качественную продукцию из республики. Потребителям предлагают варенье, джемы, различную мясную продукцию. Такой случай, например, произошел на днях на ярмарке «Дары Абхазии» в Томской области, где была выставлена продукция под этим брендом. Однако, как рассказали нам в ТПП Абхазии, к нашей стране эта продукция не имеет никакого отношения. Об этом же говорят и в фирме «Дары Абхазии». Сария Смыр продолжит тему. Так уж сложилось, что абхазская продукция на российском рынке пользуется большим спросом. Она экологически чистая и давно уже стала брендом. Именно поэтому в последнее время очень часто недобросовестные предприниматели, чтобы выгодно продать свой товар, используют этот бренд. Чаще всего это мед, различные джемы, компоты, мандарины, вино. Реже мясомолочные продукты. К примеру, недавно имел место случай, когда в городе Томске на ярмарке «Дары Абхазии» было изъято 182 килограмма некачественного мяса, якобы привезенного из Абхазии. Новость о том, что мясная продукция была просрочена, моментально разлетелась. Местные информагентства буквально кричали о том, что товар абхазского производства некачественный. В процессе разбирательства выяснилось, что ни один представитель Абхазии в этой ярмарке не участвовал. Более того, сертификат на такую продукцию Торгово-промышленной палаты Абхазии не выдавался. Торгово-промышленная палата подтверждает тот факт, что абхазские производители к этому не имеют никакого отношения, и сертификат происхождения, который подтверждает то, что продукция была произведена в Республике Абхазия, выдан не был. Компания «Дары Абхазии» работает с 2014 года, производит джемы и компоты исключительно из местных фруктов. За время своего существования фирма принимала участие во многих выставках и ярмарках, успела завоевать несколько золотых и серебряных медалей. Директор компании Ильдар Шохин отметил, что его фирма никогда не участвовала в Томской ярмарке. Более того, к реализации мясных продуктов она не имеет никакого отношения. Нас это очень сильно возмутило, так как мы никогда не занимались мясными продуктами. Отношения к этой выставке наша компания никакого не имеет. А на данный момент наше предприятие законсервировано, так что так как нет сейчас продукции, нету сырья, весной мы планируем начать опять свое производство. Это не единичный случай. Торгово-промышленная палата часто сталкивается с подобной проблемой. К примеру, такое же произошло ранее в Кирове, когда житель Сочи представил на одной из ярмарок товар, якобы произведенный в Абхазии. Но сертификата качества продукции и разрешения на участие в выставке Торгово-промышленной палаты Абхазии у него не оказалось. Более того, представленный товар был не самого лучшего качества. Правда, тогда этот случай не получил широкой огласки. Но все же имидж Абхазии
абхазской продукции был подпорчен. Абхазия работает на то, чтобы продукция была хорошего качества и была реализована не только на местном рынке, но пользовалась популярностью за пределами Республики Абхазия, и это, конечно, негативно сказывается на имидже Абхазии. Надеемся, что таких инцидентов будет меньше. Торгово-промышленная палата, дабы избежать негативных отзывов зарубежного покупателя, всеми силами пытается бороться с возникшей проблемой. Но контролировать всю продукцию, которая появляется на российских прилавках под абхазским брендом, не представляется возможным. Остается лишь надеяться на добросовестность российских предпринимателей и на то, что покупатели будут более внимательны в выборе товаров. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В минувшем году отличных результатов на международной арене добился воспитанник Гудаутской школы борьбы на ркете. Он стал чемпионом России, Европы и мира среди молодежи. И этот год молодой спортсмен начал с успеха. И на ркете стал победителем открытого первенства Москвы. Он провел 6 схваток и все выиграл досрочно. Об этом нам сообщил его первый наставник, заслуженный тренер Республики Абхазия Дзука Бения. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 13-18 тепла. Температура моря плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Абхазское телевидение продолжает свою работу. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска новостей.